Происшествие, которое обостряет ситуацию. Таджики должны быть бдительны. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Посольство Таджикистана в Российской Федерации, Генеральное консульство Республики в Новосибирске в курсе инцидента с таджикскими студентами технического университета на Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в коротком ответе таджикского диппредставительства на письменный запрос. Мы следим за ситуацией, и как только будет дополнительная информация, сообщим вам, говорится в письме. Следует отметить, что информацию в посольстве СМИ пытаются получить в течение 2 дней. На телефонные звонки и сообщения в мессенджере там не отвечают, поэтому был отправлен письменный запрос, на который был получен вышеизложенный ответ. Информация о том, что более 100 таджикских студентов, обучающихся в Комсомольске-на-Амуре, были избиты силовиками Хабаровского края, появилась 23 мая. Сообщалось, что ранним утром 19 мая сотрудники ОМОН и ФСБ пришли в общежитие перед началом занятий. Они отключили камеры видеонаблюдения и начали избивать студентов. Свидетель происшествия отметил, что сотрудники в масках использовали тактические перчатки со специальными вставками на пальцах, похожими на кастет. Кроме того, они были вооружены пистолетами и электрошокерами. Любой, кто спрашивал, за что их избивают, получал дополнительный удар, рассказал студент. Кстати, студенты также обращались в посольство Таджикистана в России, где с ними обещали связаться в понедельник, но так и не позвонили. 20 мая студенты позвонили в посольство Таджикистана в России и обратились за помощью. Когда нам в субботу вернули изъятые в пятницу телефоны, мы сразу позвонили в посольство, но там нам ответили, что сегодня суббота, не рабочий день, и что они свяжутся с нами в понедельник, но нам так никто оттуда и не перезвонил, передает слова студентов местные СМИ. У студентов изымали телефонные документы, 6 учащихся из Таджикистана допросили, но вскоре отпустили. В ходе рейда травмы получили 15 человек, некоторым из них, по словам собеседника, требуется операция. Между тем, как сообщает радио Азади, администрация университета подтвердила конфликт студентов из Таджикистана с сотрудниками правоохранительных органов. При этом ректор вуза Эдуард Дмитриев отрицает факт массового избиения студентов. По его словам, в вузе проходила проверка миграционной службы. Была попытка препятствия правоохранительным органам исполнению своих обязанностей со стороны 4 студентов из Таджикистана, которая была пресечена представителями органов правопорядка, заявил Дмитриев. Он не уточнил, как именно пресекли действия студентов. На встрече со студентами 23 мая администрация вуза сообщила, что рейд был связан с арестом студента, задержанного за финансирование терроризма. Официально это не подтверждалось. Власти Таджикистана до сих пор не прокомментировали этот инцидент. Как вы относитесь к такой ситуации? Разве это нормально? Какое должно быть происшествие, чтобы силовики имели право ворваться и избивать студентов, даже если те препятствовали проверке документов? Разве это повод, чтобы избить 15 человек? Как вы к этому ко всему относитесь и к тому, что в последнее время инцидентов между таджиками и правительством России, любыми их представителями, увеличивается? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!